Среди тех немногих, кому удалось выжить в Зарской трагедии, житель села Кохот Дмитрий Кумаритов. К сожалению, его уже нет в живых, но не раз он рассказывал нашей съемочной группе о событиях того страшного дня. Тот день остался запечатленным в его памяти навсегда. Дмитрий еще не начинал говорить, а слезы уже наворачивались на его глаза. 20 мая 1992 года он уезжал в Северную Осетию. Родное село Кохот Цхинвальского района грузины сожгли полностью. Были убиты старики, которые не смогли убежать. Единственной надеждой была Зарская дорога, но и она стала для многих дорогой смерти. Дмитрий все последующие после трагедии годы часто думал, как могло такое случиться, почему люди смогли творить подобное. خاصينك طبعا عشتا راجل برتغير قبيلة درمان جبابتي باجاقي خزان نمايا بيزمانا لدي ماشينا. Дмитрий Кумаритов помнил все до мелочей. Воспоминания 20 мая отличились от других. Он не мог думать ни о чем другом, прокручивал их раз за разом. Страшные чувства одолевали его всю оставшуюся жизнь. Степасти родите, ма тут чучевчу. Я второботи малина ма бохотта. Намагер басис парастер мен хатрасın ben. Amma kahır. Yaram kakastan, aşı akastan mez. Çoğulasın belki. Çoğulasın tekene. سرتم کاکس سر مسته هفته ماشین دیدن از هفته با خود کد چه مسر ما فلسفه مسر ما فلسفه من که است بابدتم سرودیس بعد یه بنا مسر فلسفه. Дмитрия Кумаритова чудом удалось спасти. С тяжелыми ранениями его перевезли на вертолете в Северную Осетию. Село Кохот сожгли дважды, но сегодня Кохот строится. Сюда возвращаются люди. Жизнь продолжается, но май 1992 года не забудется уже никогда. Никогда не сотрется с памяти. У Дмитрия Кумаритова 3 дочери, и сегодня для каждого из нас самое важное, чтобы дети жили под мирным небом, на свободной, независимой земле и растили своих детей. Лена Газаева, Регина Черткоева, Фатима Кумаритова. Информационный выпуск сегодня.